Минсельхоз Коми запустил чат-бот в Telegram для сбора информации о безнадзорных собаках. Каждый житель или гость региона может сообщить в чат местонахождение животных, приложив фото. Информация поступит напрямую в Министерство сельского хозяйства, после чего будет передана в работу на места. Работает система уже 3 недели, однако в Ухте, к примеру, о ней пока мало кто знает. Виктория Науменко проверила, как работает чат-бот. Итак, мы видим безнадзорных собак, делаем фото. Заходим в чат-бот Коми Догбот, прикрепляем фотографии, указываем адрес, где мы встретили безнадзорных животных. Готово. Информация отправлена в соответствующие службы, без письменных обращений и телефонных звонков. Чат-бот действует в Коми 3-ю неделю. Однако за праздничные выходные в единую диспетчерскую службу Ухты пока не поступило ни одного обращения на тему безнадзорных собак. Да и, как говорят ухтинцы, чат-бот они пока не освоили, а некоторые и вовсе относятся к нему скептически. А вы слышали про такой телеграм-чат-бот, который у нас запустили в Минсельхозе, чтобы люди прям фотографировали и сразу в чат отправляли, где обнаружили собаку? Вы слышали про такое? Нет, я такого не слышал. Ну, я таким не занимался, не знаю я таких вещей. И сразу среагируют, отловят, как считаете, возможно, это будет работать? Вы сами верите вот? Вот я вот сомневаюсь абсолютно. Информация о безнадзорных собаках из чат-бота поступает в муниципальные службы, ответственные за отлов на местах. А проблема в Ухте долгое время возникает именно с этим пунктом. Если чат-бот и поможет, то только увеличением количества актуальных обращений, отмечает ухтинский градоначальник. Любой житель может по нему обратиться в Министерство сельского хозяйства. Оттуда оно обратно, что оно приходит к нам, точно так же, как наши заявляют. А результат, если нет подрядчика, результат от этого, думаю, что, наверное, будет нулевой. За минувший год городская администрация 7 раз безрезультатно объявляла аукционы на отлов собак. При этом республиканские власти специально выделяли на это почти 2 миллиона рублей. Подрядчики не находились. Работали только по прямым договорам. И то не обходилось без сложностей. Если я не ошибаюсь, они даже полностью не освоены, хотя вроде бы по прямым договорам шли. Был один конкурс, тогда у нас Добрый город выиграл, но они не смогли отчитаться за выполненные работы. Там порядка 800 рублей, если не ошибаюсь, зависло у них, то, что они не могут предъявить и видеофиксацию, как положено по документально, потому что один у нас уже сотрудник управления жилищно-коммунального хозяйства на этом погорел, что без этого видеофиксации делали оплату и получили уголовный. Поэтому сегодня никто не хочет подписывать документы о выполнении работы, хотя понимает, что и работа выполнена. Идею поручить отлов инициативным гражданам, которым мэрия была готова платить, тоже не удалось реализовать. Оплату таких услуг просто не смогли организовать юридически. В этом году в Ухтинской мэрии также планируют работать с существующими подрядчиками по прямым контрактам. Из возможных кандидатов вновь Добрый город. С ними мэрия уже ведет переговоры. А также организации из соседнего Сосногорска, где в этом году тоже откроют приют для безнадзорных животных. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.